история. Ой, совсем забыл познакомить вас с Нильсом. Ага. Нильс, сынок, мы с отцом идем на базар. Веди себя хорошо. И принимайся за уроки. Приду, проверю. Так, я иду брать воскресный день на уроки. Чудо из рогатки. Я попал прицельно в жирного гуся. Что учеба, вот с охотой все в порядке. Нильс охотник, разбегайся все и вся. Большую за пуговицу на твоей рубашке. Ой, золотую монету? Золотую? Ха! Одну монету? Одну. Нашел простачка. Ой. Сейчас ты будешь исполнять все мои желания. Гном, никогда не быть слоном. Не можем я господина. Ха-ха-ха. Тебе что, нравится издеваться над тем, кто меньше тебя ростом? А если бы ты был маленького роста? Что? Да я самый высокий в классе! Были
мне помочь. Разве ты не видишь, что гном меня заколдовал? Это за что же я тебе должен помогать? За то, что ты дернул меня за хвост? А я сейчас могу дернуть тебя за хвост. Вот. Есть среди вас смельчаки, кто хочет отправиться с нами в Лапландию. Летите с нами! Летите с нами! Летите с нами! Нет, мы не какие-нибудь бродяги. Мы почтенные домашние гуси. Вы не хотите увидеть мир? Нам и здесь хорошо. Разве это гуси? Это какие-то жалкие курицы. Что ж, оставайтесь в своем курятнике. Подожди. Подождите меня. Я лечу с вами. Мартин, Это же Мартин, лучший маленький гусь. Мартин, Стой, Мартин! Мартин. Стой! Стой! Мартин! Стой, Мартин! Стой! Мы летим? Летим! Мартин, поворачивай домой. Хватит, налетались. Слушай ты, не шуми, сиди смирно, а не то сброшу тебя. Белый падает. Белый падает. Белый падает. Ночуем на берегу большого озера. Мартин, я сейчас. На, выпей немного воды. Тебе сразу станет легче. Вот и молодец. Спасибо тебе, Никс, ты настоящий друг. Как же ты решился лететь с нами? Я решил доказать, что домашние гуси тоже могут летать. Как ты летаешь, мы уже видели. Но мне нравится, что ты говоришь со мной так смело. Кто съел, тот будет верным товарищем. А научиться тому, чего не умеешь, никогда не поздно. А это кто с тобой? Это мой товарищ. Меня зовут Нильс Хольгерсон. Мой отец Хольгер Нильсон. И до сегодняшнего дня я был человеком. Но сегодня утром... Что? Человеком? Человеку не место среди диких гусей. Он должен немедленно покинуть стаю. Да посмотрите на него, какой он маленький. Ведь его даже человеком не назовешь. Нет, нет, нет.
позвольте ему остаться хотя бы до утра. Мы ночуем на берегу Большого озера, но завтра утром он должен покинуть стаю. Спокойной ночи, почтенная Тара. Ну что же я буду делать завтра? Мартин, неужели ты останешься с ними? Конечно. Не всякому домашнему гусю выпадает честь лететь в стае Аттик на Векасе. Но я ведь такой маленький. Я один не доберусь до дома. Я теперь даже в траве заблужусь. Не то что лис. Вот что, Микс. Утро вечером мудренее. Пойдем спать. Ложись под мое крыло, тетя. Бедные мои родители. Как им сейчас без меня плохо? Если один ушел от меня, так другого я не выпущу. Проглочу тебя в 2 счета. Ах так, сначала поймай меня, драная кошка. Благодарю вас, уважаемая Акса. Но мне надо найти гнома. Гнома? Кажется, я знаю одного. Но он живет далеко. Где? В Лапландии. Мы летим в эту страну. Значит, нам с вами по пути? Можете лететь с нами. Лапландия. Лапландия. Прекрасная страна. Лапландия! Лапландия! Мы летим
тебе орехи. Какие большие! Точно из лавки! Ну, не из лавки, вроде того. А как же я их расколю? О, придумал. Вот здорово! Спасибо тебе, Мартин! Да. Эти орехи давали из своих запасов белка Сирли. Я познакомился с ней в лесу. Она пригласила меня на девчат посмотреть. А потом орехами угостила. Вот. Ой. Нильс, а ведь я забыл поблагодарить белку за орехи. Как? Вот это нехорошо. Да. Придется мне самому ее поблагодарить. Ты куда? Не ходи в лес. В лесу много врагов. Раньше я никого не боялся в лесу. Ты теперь никого не должен бояться. Остерегаться должен. Ночью прячься от толпы, а днем не попадайся на глаза орлу и ястребу. Сорока всегда манит. Разве уследишь за всем сразу? От одного спрячешься, другой тебя сразу и схватит. Правильно, одному тебе не справиться. Но в лесу и в поле есть не только враги, но и друзья. Если крадется куница, тебе скажут белка. А если лиса? Пролопочет заяц. А если ползет змея, растрепочет кузнечик. Но не забывай, Нильс, что и самому нужно иметь голову на плечах. Правильно. Я все понял, я пошел. Ты что? Слепой? Извините, я нечаянно в вас укололся. Нечаянно. Сначала испортит прическу, потом извиняется. А вы случайно не знаете, где живет белка серая? Случайно? Случайно не знаю. Ходишь тут по лесу, прически портит. Прямо в цель попала я! Вот так! Ты что кидаешься? Ты же мне прическу испортила. Что вы кидаетесь? Больно же! Прическу же испортила. Ходит по А лесу. вы случайно не знаете, где живет белка серая? Тут прически портит, а он о белке спрашивает. Тоже мне. Ходит тут по лесу, прически
Сейчас меня съедят, и я больше никогда не увижу свою мамочку. Вон она. Ага! Вот ты где! Хватайся за мою руку, и я тебя вытащу. Не хочу. Как же так? Ты же просто сидишь в яме все это время. Давай хватайся. Я сам. Вот молодец. Давай с тобой познакомимся. Меня зовут Нильс. А меня зовут Тирли. Рожевой! Рожевой! Чирите белого дня! У белки Тирли воруют бельчонка! Несчастная мать! Несчастное семейство! Несчастная мамочка! Хочу маме! К маме хочу! Где моя мама? Нашу маму! Тирли! Моя мамочка! Мама! Тирли, сынок! Мамочка! Моя мамочка! Мама! Ой, ну кому я говорила, веди себя хорошо. Не надо, он же еще совсем маленький, он ни в чем не виноват. Не маленький. Спасибо вам, такие они у меня непоседы. Ой, а я вас знаю. Так ведь это тот самый мальчик, который спас стаю благородной Аки от лиса. А сейчас он спас и меня, мамочка, и меня. Я пришел поблагодарить вас за вкусные орехи. Спасибо. Да не за что, на здоровье. Мы тебе дадим еще много-много орехов. Да, мамочка. Ну, конечно. Детишечки мои, непоседочки мои. Домой. Я с тобой хочу. Нет. Ой, ты посмотри, разбросали тут всего. Мы вам дадим. И орехов дадим, и сушеных ягод дадим. Такая-то спрячьте быстренько. Ведь для хорошего человека нам ничего не жалко. Ну, а мне пора. Дела, сидите тихо. Мамочка, не уходи. До свидания. До свидания. До свидания. Ура! Ура! Семейство спасено. Дети вернулись. Семейство спасено. Нильс хороший. Нильс хороший. Ты хороший. Я хороший? Где-то в сказочной стране гном-волшебник ходит по земле. Надо мне его найти, только почему-то нам с ним не по пути. И не стану я тогда другим, к маме, папе не вернусь большим. Надо гнома мне найти, только почему-то нам с ним не по пути. Вот ты и попали. Интересно, как поживают мои старые знакомые.
Благородная Анка, наш город обречен. Это серые крысы никого не пощадят. Сколько их? Сколько? Очень много. Но нам с ними не справиться. Придется покидать свои гнезда и скитаться по белу свету. Нет, нет, нет. Нужно собрать большой совет и пригласить на него старого гнома. Он поможет спасти город. Ой, благородная Анка, его трудно найти. Он то здесь, то там, никогда не сидит на месте. Его нужно непременно отыскать. Он же должен расколдовать Нильса. Да-да-да. Вперед, старый город. Вперед. Серый большой город. Помогите! 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 Ой, я здесь! Я сейчас! Кто это? Кто это? Ой! Гном! Сейчас я вам помогу! Откуда ты здесь взялся? Противный мальчишка, без тебя обойдусь, без тебя! Вы же сами звали на помощь! А теперь отказываете? Я звал на помощь вовсе не тебя, и ты мне не сможешь помочь. Помогите! Помогите! Ой, 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 ой. Что такое, Елизавета? Все-таки я помогу. Да куда тебе, коротышки? Это по вашей милости я стал таким. Скажи спасибо, что не превратил тебя в лягушку. Большое спасибо, многоуважаемый гном! Ой. А мне пора идти. До свидания. Куда это, интересно, ты так спешишь, а? Разве вы не знаете? На старый город напали серые крысы. До свидания, многоуважаемый гном. Да, я знаю, как спасти старый город. А? Как? У меня есть дудочка. Дудочка? Волшебная дудочка. Когда заиграешь на ней, крысы станут послушными и пойдут за тобой туда, куда ты захочешь. Возьми ее, Нильс. Вот. Почему ты не спрашиваешь о том, как тебе снова стать большим, а? Мне стыдно, что я издевался над вами. Простите меня. Теперь ты понял, Нильс, что быть маленьким не означает быть слабым. Запомни, Нильс, ты снова станешь большим, когда отдашь недругу все, что он захочет. Что захочет недруг? И кто? Кто такой недруг? Скоро ты узнаешь, Нильс, кто такой недруг.
одновременно играть. Ты ведь утонешь. Действительно. А что будет с моим плечом? Зато мы, гуси, умеем плавать. Ой, какая же вы умная и красивая апка на земле Лапландия. Ты смотри, что так заговорила? Да, умная. А про мою прическу ничего не сказала. А я все-таки не понимаю, как же он будет плыть одновременно играть. Не волнуйтесь, а то у меня прически испортятся. Скоро вы все сами увидитесь, уважаемые трещотка. Скоро вы увидитесь. Уж так повелось, что в сказаниях недаром нашествие нас несравнимо с пожаром. Пожар все очистит, омоет огнем, а мы вам болезни и смерть принесем. Пушистые мы, только хвост у нас лысый и острые зубы, а имя нам крысы. Сейчас я подготовлю твой фундамент. Что ты рухнешь и разобьешься. Оставь меня в покое, мерзкое животное. Сейчас, когда я завоюю весь город, мой памятник будет стоять здесь. Ой. Ты не сделаешь этого. Сделаю. Сейчас я покажу фундамент. Ты рухнешь и разобьешься. Прощай, мой город. Прости, что не смог спасти тебя. Что это? Откуда? Откуда эта музыка? Прекратить! Прекратить! Ой, я не могу это слышать. Я не могу! Я доберусь до тебя и до твоей дудки. Ноги! Стоять, я вам приказываю, ноги! Куда? Ноги, куда вы меня ведете? Они ведут вас прямо в море. Море! Я хочу в море! Я люблю плавать! Ноги, стоять! Я вам приказываю, стоять! Ноги! Виктория! Слава победителю! Как зовут тебя, смельчак? Его зовут Нильс. Он мой друг. Я жалую тебе звание адмирала. Когда вырастешь, тебя будут называть адмирал Нильс. Получи орден за победу в морском сражении.
Это был богатый, славный город Венеция. Жители города были очень богатые, но очень жадные. Они не хотели никому ничего продавать. За это морской король наложил заклятие на всех жителей, и море затопило город. И остался только старый замок и статуя. Как напоминание. Только раз в столетие, на один час, именно сегодня город всплывает на поверхность. Но если какому-нибудь чужестранцу они продадут хоть что-нибудь, то город получит прощение и останется на земле. Получит прощение и останется на земле. Воздушный змей. Продаю воздушного змея. Купите воздушного змея. Воздушный змей. Купите воздушного змея. Купите воздушного змея. Купите Какой воздушного. красивый воздушный змей! Продайте мне его. Купите воздушного змея. Ишь ты, этот змей не продается, он мне самому нужен. Купите воздушного змея. А я не хотел его покупать. Купите. Просто так спросил. У меня и денег-то нет. Что? Денег нет? Денег у него нет. А это что у тебя на рубашке? Это пуговица. Золотая? Конечно, золотая. Золотая. Мне ее подарил сам король. Сам король. Сам король. Купи у меня воздушного змея за золотую пуговицу. Никогда. Купи. Хорошо. Я покупаю воздушного змея за золотую пуговицу. Давай. Купил! Все! Смотрите, кончается ночь, и гуси вдали пролетели, заклятие проклятием прочь. Вставайте скорее с постели, как здорово солнце встает, и небо опять голубое, и колокол с башни зовет. Живи, вот ведь счастье такое. Вот так мир спас город от всех крыс, а его жителей от страшного проклятия. Время шло, стоять полетела за город, но низ все еще оставался маленький. Где сейчас наш сыночек? Верно, голодает да холодает, скитаясь по дорогам. А может, его и на свете уже нет? Ну уж ты наговоришь. Подожди, вернется наш лес. Мы с ним еще порыбачим.
Только вот чего не пойму. Неужели он Маркина с собой увел? Собаку вылечил, это я понимаю. А тут гусь какой-то. Гусь человеку не товарищ. Как это не товарищ? Еще какой товарищ? Кто там пищит? Мыши, что ли? Эй ты, котище, довольно тебе нежиться. Ступай на охоту. Подумаешь, какая новость. Домашний гусь летал в Лапландию. Надо будет спросить Мартина, Митти. Наша хозяйка так печалится. Здравствуйте, почтенные домашние птицы! Привет вам, отвольных скитальцев! Мартин, какой ты старый! Какой ты маленький! Ой, Павлик! Ну, рассказывай, бродяга. Ты где был? Что видел? Нет, о себе говорить не скромно. Расскажи. Я вам лучше расскажу о подвигах Нильса. Как? Этот вредный мальчишка был с тобой в Лапландии? Конечно. Может быть, когда-то я и был вредным. А сейчас я стал совсем другим. Да, и я могу это подтвердить. Вот. Ой, Нильс, что в тебе не изменилось? Так это твой рост. Зачем ты явился сюда, рыжий? Я пришел сюда, чтобы помочь тебе стать большим, мой друг. Ты мне не друг. Нет, друг. Ты правильно составил слова. Я твой недруг, то есть враг. А чтобы стать снова большим, ты должен отдать недругу то, что он захочет. Ты помнишь это? Я помню слова гнома. И что же ты хочешь, недруг? Я хочу, чтобы ты отдал мне своего гуся. Мартина! Мартина! Ни за что! Тогда ты навсегда останешься коротышкой. Думай, Низ, не торопись. Я слишком голоден. Нильс, я согласен пожертвовать собой ради тебя. Ты опоздал, рыжий прохвост. Я уже пообещал Мартину. Кому? Одному лису. И он здесь. Еще лис. Если ты победишь его, то Мартин твой. Где этот лис? Он здесь, в колодце. Посмотри сам. Ну что, видишь своего соперника? Вижу. Ну чего же ты медлишь?
умер. Вытащите меня отсюда, гусь мой! Поглядите-ка, этот глупый лис увидел в воде свое отражение. Перехитрил лис, молодец! Нильс, что же ты наделал? И ты же теперь всегда будешь маленьким. Я не мог предать тебя, Мартин. Ты же мой настоящий и самый верный друг. И правильно сделал, Нильс. Ты стал мудрым и добрым. И понял, что сила не у того, кто выше тебя ростом. Сила в доброте. Не мог предать тебя, Мартин. Ведь ты же мой. Мартин! 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 Я не мог предать тебя. Ведь ты же мой самый настоящий и верный друг. Мартин! Вы дома? Пошли. Вот и вся история про чудесное путешествие Нильса с дикими гусями.